скорбни будете, но дерзайте, як вас победит мир. То есть Он не спосылает нам эти скорби, не спосылает, чтобы мы смирились для того, чтобы мы приняли все это в себя. Но мы не понимаем, мы видим пред собой ближнего, мы не видим Господа. А ведь вот Он пришел к нам и подходит к нашему сердцу и ждет от нас смирения, чтобы мы стали податливые, мы стали послушные, чтобы мы начали принимать это. Но мы отвергаем. И вроде бы и просим, что дай нам, Господи, в то же время отвергаем. Так и сегодняшний Отец, который Он говорит, что «Аще что можешь, и помози». Но Господь Ему говорит, что «Можешь ли веровать, Господи?» Говорит, «Помози моему неверию». Что я верую, но верую только на словах, но в душе моей нету веры. Я не верю в то, что Господь спасет меня. Я не верю в то, что Господь придет ко мне. Не верю в Его чудо, не верю в Его милость, не верю в Его благодать, не верю в Его милосердие ко мне. Я не ищу этой воли Божьей, я ищу своей воли, своего хотения и своей правды. Потому что я пытаюсь доказать ближнему, что я прав, а он не прав. И когда вот мы смиримся и хотя бы задумаемся над тем, что может быть и ближний прав, может на самом деле все, что я делаю, это все бесполезно, это все тщетно, тогда человек начнет смягчаться, тогда он станет как губка. Когда он станет как губка, тогда Господь и приходит и спасает такого человека. И Он говорит, что на кого возлюб, только на кроткого и смиренного, и трепещущего словес моих. А мы не трепещем. Мы не принимаем все, что не спосылается на нас Господом. Как говорит Игнатий Бринчанинов, что чашу ту, которую дает тебе Отец Небесный, не имом ли пите ея. Какая бы эта чаша ни была горькая, какая бы она ни была бы со скорбью с какой тяготою, которую мы это принимаем. Но мы должны взять эту чашу, выпить ее до конца, принять ее. Понимаете? Без этого невозможно нам спастись. Без этой скорби. И никогда не будет благословения на нас от Господа, если мы не начнем это принимать. Потому что всякая сварливость, она рождается от гордости. Всякое доказательство того, что мы правы, оно рождается от гордости. Если мы спорим с кем-то, она рождается от гордости. Если ропот какой-то у меня есть в душе, то это опять же от гордости происходит от меня. Если я говорю, что я ничего-то не успеваю, это опять же рождает во мне только гордость, что я не успеваю. Вы подзадумайтесь над тем, что вы говорите. Я не успеваю. Конечно, ты не успеваешь, потому что нету в делах твоих Господа. Ты не ищешь Его воли, ты